Оживленный перекресток у одного из центральных проспектов Лениногорска. Именно здесь расположен районный военкомат. Несмотря на оживленность места, у здания ни души. Лишь одинокий патруль полиции, да идущий к зданию журналист. Это мы идем в военкомат под видом желающего заключить контракт. Входим в здание, узнаем, что человека, отвечающего за набор, на месте нет. Хотя, говорят, он будет, возможно, после обеда. После обеда? А обед у вас до скольки? До часу. 12 до часу. То есть к часу нужно пойти, да? Или к 2? Обещаю. Она ничего не сказала. Она тут ключи оставила и уехала. Уже после такого ответа потенциальному претенденту оставалось просто развернуться и уйти. Но мы настойчиво продолжили просить помочь. Только информация? Или уже как-то оформляться вы? Ну, сначала информацию узнать, потом, может, оформляться. 3-й этаж, 19-й кабинет. Поднимаемся на 3-й этаж и пытаемся пройти в названный кабинет, но и здесь очередное препятствие. Оказалось, дверь опечатана, и даже подходить к ней, по мнению сотрудников военкомата, нельзя никому, кроме них, как говорится, без объяснения причин. Я здесь, закрыто же было. Ну вот это же опечатано. Я слушаю вас. Вновь представившись и рассказав свою историю, мы спросили, ждать ли сегодня нужного специалиста. Как мы и думали, делать это было бессмысленно. Как раз повезла ребят заключать контракт. Сегодня она еще и к тому поедет. То есть может сегодня и не быть. Да. Разрекламированный принцип единого окна в Лениногорске в деле не увидели. Пришлось бегать из кабинета в кабинет. В конце концов, встретивший нас сотрудник согласилась проконсультировать сама. Вы служили ранее? Да. Для журналистского эксперимента мы придумали легенду о том, как житель Марий-Эл собирается заключить контракт в Татарстане. Приличают республиканские подъемные. Татарстан платит 305 тысяч рублей, в Марий-Эл только 50. Еще 105 тысяч выплачивает ДОСААФ. Выплаты РАИСа появились. Это только мобилизованным и срочникам. Рассказали и о льготах для семьи. Если нет детей и жены, то их получат родители. Правда, пока не все. Льготы только вывоз мусора пока. Угу. И плюс у нас даже есть люди, родители, которые пожилые, если они добились без очереди санаторий. Затем сотрудница военкомата рассказала о процессе заключения контракта. С учетом медкомиссии пройти должно не более пары недель. В среднюю неделю проходите медкомиссию, и затем подписываете контракт. Мы в соседних городах, у нас представители приезжают. Может быть, на следующей неделе к нам приедут вот так вот. У нас здесь заключите контракт. Потом мы формируем личное дело, все это комплектуем, увозим в Казань сами. Затем, когда вы подпишете контракт, у вас есть неделя на сборы. На заключение контракта тоже везем. И в Казань на отправку тоже везем. Беседа продлилась около 10 минут. После, покинув военкомат, мы пытались войти в него уже как журналисты, чтобы побеседовать с военным комиссаром. Но сделать этого нам не дали, а военкома тоже не оказалось на месте. Отвечать на вопрос, когда он будет, нам тоже не захотели. Снимать что-либо на камеру запретила уже полиция. Если запрет на съемки в военкомате вполне понятен, то вот эта ситуация вызывает все больше вопросов в городе. И, к слову, не только в Лениногорске почти не встретишь плакатов с призывом на контрактную военную службу. На имеющихся билбордах есть все. От поздравлений с днем рождения до рекламы драгоценностей и новинок автопрома. Но информацию для тех, кто может и хочет защищать свою страну, вешают там, где ее почти никто не видит. Единственное место, которое в городе, видимо, посчитали подходящим для размещения такого плаката, нашлось в продуктовом магазине. Вот здесь, между шкафом для хранения ручной клади и автоматом по продаже жевательных резинок, прямо над весами и прибором для проверки качества куриных яиц. Больше подобных изображений, а вместе с тем и информации о возможности заключения контракта мы не нашли. И не только мы. А где у нас есть? Не знаю. Вот я тоже не знаю. В магазинах висят. А так что в городе нет. Ну, я здесь не замечал, кажется. Вот сейчас я прошелся, нет. В центре города и черты города особо нет, не видел такого. Но при въезде и при выезде, да, они были. Значит, надо такую службу. Чтобы регулировать. Да, ну конечно, как же. Чтобы все видели в видных местах. Пока в республике активно идет набор на контрактную службу, как это сделать в Лениногорске, похоже, знают даже не все местные жители, кроме тех, кто ходит в продуктовые магазины. Видимо, пока в районе считают, что путь настоящего защитника Отечества начинается именно с них. Рамиль Шайдун, Алмаз Единов, ТНВ, Лениногорск.